Образ описания мира, как бы, да, он зашифрован, может быть, в мифологии. Допустим, у славян или у индоевропейцев вообще-то два символа, там, земля, небо, земля, да, два таких образа давлеющих. Для тюрок это характерный такой образ земля, вода, потому что они в степи там, да, вот. У коми тоже такой был образ, он назывался лес, вода или вырва. В общем, мы привыкли считать, что это, в общем-то, как в словарях написано, что это просто природа, да, так описывается. Но слово природа появилось, наверное, в лексиконе, в этом современном коми-лексиконе, наверное, в 20-30-е годы, когда вот составлялись эти вот словари. У народа оно имело несколько другое значение. Там, еще вот в 90-е годы вот мы с Валерием Энгельсовичем бывали когда-то в Прилузе, и можно было встретить бабушек, которые, переправляясь на другую сторону, идя через мостки, идя в лес, там они обращались к лесу так: вырва матушка, вырва батюшка, причем в женском и мужском роде, да, вот, и дай мне там промысел. Вот. Ну, лес состоит из деревьев, и сегодня у нас речь пойдет о дереве. Так вот, мировое дерево. Так, что значит мировое дерево? Мировое древо. Это просто один из способов тоже описания мира. Мифопоэтический способ описания мира. И мировое древо, как бы, оно в принципе описывает структуру мироздания. Да, вот смотрите, тут как у нас, вот строение мира, да, небесное царство — это крона, так, да, вот написано. Земное царство — это ствол, подземное царство — это корни, да, вот как бы. Получается, что три уровня мироздания, они описаны с помощью этого мирового древа. Там, небо — это крона, ствол — это земля, средний мир, срединный мир, и подземный мир — это подземный уровень, это корни. Корни — это все, вот во всех мифологиях примерно вот так вот, да, вот. И появляется цифра 3, которая там как бы символизирует мироздание, сразу же, да, вот. И с помощью вот этой тройки можно описать что угодно теперь. Там, и с помощью этого мирового древа. Значит, каждому уровню мироздания там соответствует какое-то животное. Да? Небесный уровень — это птица, копытное животное — это вот ствол, и корни там — это змеи, хтонические разные существа. Такие вот хтонические, слово хтонность — земля, да? Жители там подземного мира. Или там хищники, там могут быть волки, могут быть даже медведи, крысы, мыши там и так далее. Вот смотрите дальше. Это уже зооморфный код такой этого мирового древа. Человек тоже может быть описан с помощью этого древа. Там верх человеческий, ствол туловища и корни низ, да, вот как бы такой хтонический низ. Ну, в общем, действительно, вот этот символ мирового древа, он связан с осью, да, ось мироздания. Это вот какой-то центр мира, где вот, ну, вот все начинает быть. Поэтому, как бы вот здесь вот еще 3 человека находятся здесь вот возле корней, возле ствола этого древа, и здесь приносится жертвоприношение, потому что жертвоприношение всегда приносится в центре мира. Это очень значимый символ жертвоприношения. Он обычно происходит, основное жертвоприношение, в Новый год. Да, вот. Мы помним даже вот сейчас новогодние какие-то наши блюда, которые обязательно мы к Новому году приурачиваем, там типа холодец там, или там еще что-то, какие-то вещи. Это вот символ первичного этого жертвоприношения. Так, теперь что еще нам нужно знать об этом древе? Оно ориентировано еще не только по вертикали, но и по горизонтали тоже. Это вот 4 стороны света. Да? Север-юг, восток-запад. Получается уже цифра 7. Да? Вот. Еще это 4 стороны, это 4 времени года. Зима, лето и осень, весна. Так, 4, и понимаете, вот получается уже цифра 7, которая описывает мироздание полностью. Потому что 7 это число такое самое, наверное, в мифологии, как бы сказать, обозначающее все. И всегда получается, что 7 небес вверх и 7 подземных уровней вниз. И средний мир как бы посередине находится, мир человека. Мы когда-то с Валерием Энгельсовичем, который здесь сидит, когда-то были в
в экспедиции у Ханта. И я, кстати, пытался как бы выпытать, как бы вот это вот, как они описывают мироздание. И долго очень не мог понять. Вот. Там был один человек, которого называли шаманом. Его звали Александр Ляйпах по-хантыйски. Вот он рассказывал мне так вот. Вот смотри. 7 таптλев, это уровни мироздания, у них называется таптλев. 7 таптλев вверх, 7 таптλев вниз. И средний мир, на котором мы живем. Я говорю, слушай, получается 15. Он говорит, нет, все равно 7. Понимаете, у них нет числа 15. Есть число 7, которое обозначает все. Да? Вот это число все, оно зашифровано вот в этих 3 уровнях мироздания и в 4 сторонах света или 4 времени года. Теперь умножьте 3 на 4. Получается 12, да? То есть вот этот вот круг вокруг мирового древа равен году. И еще, касаясь символики числовой мирового древа, стоит заметить, что 3 и 4 это мужское и женское. Да? Вот 3 это мужское, 4 женское. Тоже в мифологиях это как бы фиксируется. Вот это что касается универсальности образа мирового древа. На самом деле, конечно, мировое древо, оно у каждого народа свое. И оно связано еще, вот образ мирового древа, он связан с мифом, как правило, с космогоническим мифом. Вот Топоров приводит миф о космическом яйце. Яйцо ведь тоже имеет 3 уровня, да? Когда вот этот демиург разбивает это яйцо, то получается, что из одной половины там получается небо, из другой половины скорлупы получается земля подземная, а из желтка там солнце. Так разбивается, в принципе. Но есть и другие мифы, которые связаны с мировым древом. Близкий нам проуральский миф космогонический, когда две водоплавающие птицы творят мир. Наверное, всем это известен, да, вот там. Обычно известен вот этот миф о ныряющих 2 утках, которые достают 6 яиц. Но он такой миф, я хочу сказать, что он немножко редуцированный миф. Туда вошли и какие-то апокрифические моменты, ну, не буду сейчас его касаться. А проуральский миф звучит примерно так. 2 водоплавающие птицы, одна из которых утка, другая гагара, по очереди ныряют за землей. И, наконец, когда гагара терпит неудачу, то ныряет утка, и она достает кусочек тины, который вот разрастается в землю. Да, вот космогонический миф. Первая земля — это, в общем-то, ну, как бы вам сказать, это и есть мировая гора или мировое древо. Кстати, я забыл сказать совсем, что мировое древо, оно имеет аналоги еще мифологические. Это мировая гора, там, это столб мировой, там, это ось мира, как правильно было замечено, это престол, это трон, там даже церковь — это образ мировой горы, мирового древа. Но об этом мы потом немножко еще коснемся. Так вот, этот космогонический миф, он вписан в такую картину мира, проуральскую картину мира. Она примерно выглядит так. Мировая река течет из верхнего мира в нижний мир. Да? Вот где-то вот в верхнем мире, откуда берет начало мировая река, там находится мировая гора, на которой растет огромная береза. На этой березе находятся души еще не родившихся людей. Они имеют вид уток. Помним утку, да, которая сотворила мир. Так вот, по реке верхнего мира эти утки прилетают, это Млечный Путь, дорога уток, да, у всех финно-угорских народов Млечный Путь называется дорога водоплавающих птиц или дорога там, вот по какому-нибудь Шерштуй, там, ну разные там варианты. Так вот, по этому Млечному Пути или по дороге водоплавающих птиц эти утки души, они прилетают в Средний мир, где вселяются в женщин, и женщины беременеют. Таким образом. Вот такое вот мифологическое сознание. И дальше, ну вот начинается жизнь, да, вот жизнь пошла, но человек не вечен, приходит его срок, его хоронят таким образом, что его отправляют вниз по этой реке, мировой реке опять же. Это может быть любая река, но она ассоциируется с мировой рекой. И он отправляется в Нижний мир, доходит до
Северного моря, там, где идет такой водопад, и душа человека, вот эта вот, она падает, вот, низвергается в пропасть Нижнего мира. И по реке Нижнего мира эта душа в образе рыбы уже, она проходит опять в Верхний мир и рождается в корнях этой вечной березы в виде такого вот утки, опять же, да, и занимает свое место на корнях этого мирового древа. Вот такая картина мира, она была характерна для наших предков прауральцев где-то примерно, ну, сказать бы не соврать, лет 1008 назад. Ну, столько датируют таким числом лет, датирует этот миф. Владимир Владимирович Напольских. Так вот, это как бы для такой заявки, что ли. Это начало, завязка нашей мифологической истории. Вот здесь мы видим одну из модификаций, что ли, мирового древа. Понимаете, вот насколько этот образ, он вошел в своих модификациях в мифологию, в фольклор и в художественное творчество, что мы подчас не замечаем. Вот это передание о герое, которого зовут, как его зовут? Ирков, да, всем известный Ирков. Вот он стоит, это рисунок гравюра Мошева Аркадия Васильевича. И вот он стоит возле этого древа и не знает, что с ним делать. Раздумывает. И наконец он его рубит, и древо там истекает кровью тоже, да, вот как бы. И это его древо, свое дерево. И он из этого дерева делает там волшебные лыжи, хотя мог бы сделать и волшебный стол, который никогда бы не успудевал. Но вот ему лыжи нужны были. Он не был рабом желудка. Так вот, это вариант тоже мирового древа. Возможно, вот это вот свое древо, оно тоже росло где-то вот в центре мира, в оси мира. Ну, об этом история уже умалчивает. Это уже совершенно другая история. Вот в таком модифицированном виде, уже, наверное, в таком, что ли, бытовой версии, образ этого мирового древа уже вошел в предание. Но на самом деле, наверное, вот этот образ своего дерева, он имеет гораздо более глубокие корни. Но вот, допустим, такой вот вариант. Когда вот мы были в той же Хантыйской экспедиции, нам удалось побывать в священной роще. Нас привели в священную рощу и сказали, вот давайте мы вам сделаем духов-помощников, чтобы вы вернулись сюда. И в священной роще, в священной кедровой роще надо было выбрать свое дерево. Мы спрашивали, а как выбрать свое дерево? А вот вы идите по этой роще там, а какое дерево откликнется, из этого дерева мы сделаем вам духа. Вот мы с Ириной Ильиной вот здесь ходим по этой роще, я фотографировал ее, и выбираем свое дерево. Вот потом Хант взял, вот Александр, Аристарх, наверное, он взял и вырубил прямо из живого дерева кусок вот такой вот древесины. И вот уже Александр, шаман, которого звали шаманом, он мастерит вот это вот духа-помощника. Эти духи-помощники до сих пор у нас есть. К сожалению, я не принес его с собой, но тем не менее, вот он дал ему душу, он вырезал ему глаза, рот и уши, чтобы он слышал. Интересно, что он должен помогать там. У них вот свой родовой бог есть, родовой тунг Ягуныки. Вот в Ягуныке он находится где-то в устье Югана, находится его родовое святилище. А вот эти вот духи-помощники, они как бы это внуки Ягуныки. Я попросил, чтобы мне сделали духа-девочку, и он назвал ее Ягунукееви, а Ильиной Ягуныки Ики. Не Ики, как-то по-другому там называется внук. Так вот, Эви, вот эта девочка до сих пор у меня есть. Причем он дал ей дыхание, что вот это живой дух. Он живой, его надо кормить, и как бы вот так вот он и живет в дереве. И то, что он живой, подтверждается там какими-то фактами, которые он мне приводил. Однажды, говорит, я
сделал тоже духа одному, там ханту. Он через год приезжает ко мне и говорит: забирай своего духа, он мне не помогает. Я говорю: почему не помогает? Посмотрел, ох ты, говорит, забыл ему уши вырезать. А он, говорит, ему говорит, а вот его не слышит просто. Взял уши, вырезал, все нормально. Хант уехал. Ну вот то, что, кто его знает, может это и правда так. Мы же не знаем вот этих вот причуд мифопоэтического мира. Они живут другим совершенно мышлением, которое нам, вот в силу того, что мы привыкли уже в такой картезианской картине мира жить, оно нам недоступно. Вот опять же известный нам Стефан Пермский. Это тоже гравюра Мошева. Помните эту историю, да? Да, на самом деле она фиксируется в фольклоре. Есть очень много фольклорных текстов о том, как Стефан Пермский рубил эту березу. Но на самом деле, конечно, она такая житийная история-то. Она зафиксирована в повести о Стефане Пермском. Где-то повесть была написана в веке XVI. Уже, наверное, к канонизации Стефана Пермского. Если помните, его канонизировали в 1547 году в числе 30 первых русских святых московского патриархата. Нет, еще был Константинопольский патриархат Московской митрополии, но это уже после Монгольской Руси первые 30 святых, среди них был один из первых был Стефан Пермский. Так вот, история там, она такая вот. Стефан увидел вот эту прокудливую березу, которую, как нам написано в повести, и едва 3 человекам объять. Да, вот, то есть 3 человека не могли обнять ее. И он ополчился на нее, решил ее срубить. Там рубил день, потом секиру бросил, ушел домой, а она заросла. И когда он ее рубил, кстати, да, он слышал голоса, такие, которые говорили ему: по что, Стефане, нас изгоняешь? Сие это есть наше вековечное обиталище. Догадайтесь 3 раз, кто это говорил с ним? Духи предков, которые жили в ветвях этого дерева, в кроне этого дерева, в верхнем мире, да ведь? И вот, наконец, когда он пришел на следующий день, оказалось, что ствол зарос, и вот так трижды он, опять же, число 3, да, которое повторяется везде, волшебное число 3. Да, он трижды рубил это дерево, и, наконец, на 3-й раз, там, помолившись Богу, ему удалось свалить это дерево, эту прокудливую березу. Ну, вот интересно, что документы говорят, что когда вот, на месте пня этой березы он соорудил алтарь вот этой церкви Богородицы. И когда вот эта церковь обветшала в 17 веке, ее разобрали по ветхости, хотели строить каменную церковь, то местные жители Усть-Вымечи, они вот этот пень увидев, его разобрали весь полностью. Видимо, святость этой березы, она еще как бы была жива. Да, вот, вернее, миф о святости этой березы. Вот, в наше время вот эти священные рощи, они сохраняются до сих пор. Вот Мари, они сохранили традиционную религию. Каким образом это удалось им, я даже не знаю, но в начале 20 века у них была реформа этой религии. Видимо, ее привели, что ли, к нуждам современности каким-то образом. Реформировали традиционную религию языческую. И до сих пор они не христиане, они ходят вот эти священные рощи свои, где очень много таких священных деревьев, опять же, да, вот. И здесь производят жертвоприношения. Вот Онапу называется у них древо, аналог мирового древа, да, возле которого приносится жертва. Опять связано с числом 3, да, 2 человека и жертвенное животное. Вот оно здесь вот происходит. Вот это приношение к священному древу, к Онапу.
Видите, здесь очень много хлеба. Как правило, хлеб это вот самое, ну, наверное, заместитель вот этот кровавых жертвоприношений. Вот опять же тут происходит моление возле березы, Анапу. А это вот Прилузский район, это ель. И видите, здесь кормушка. Опять же, аналог мирового древа, но кормушка, она, ну, сюда привлекает птиц. Да, вот. Она всегда вот возле могилы, или на самой могиле, на памятнике могильном в Прилузском районе, на летке, да, делают такие кормушки. Вот здесь лучше видно даже, вот стол, кормушка. Люди садятся за стол, чтобы помянуть усопшего, и насыпают корм для птиц. Там более причудливые есть кормушки типа скворечников, которые прямо привешиваются к кресту. Очень красивые даже есть, просто у меня нет этих фотографий сейчас с собой. Аналог мирового древа — красный угол. Вот здесь вот зафиксирован обряд 40-го дня, когда вот, ну, помните, да, вот в поминальной обрядности есть такой обычай в красный угол вешать полотенце. Да, вот. Как раз вот окуривают полотенце это. Почему полотенце вешают в красный угол? Потому что по мировому древу, да, вот коли по красному углу, душа усопшего отправляется просто в тот мир, да, потусторонний мир. По мировому древу, да, вот она отправляется или на небеса, или опять же, ну вот в нижний мир. Аналог мирового древа — красный угол, я уже говорил, да, вот жертва, она, конечно, уже не приносится, но вот есть такой обычай в Коми, обычай ежеутреннего поминовения. Воши Шибача называется. Если вы помните, там, да, вот каждое утро, ну, я не знаю, как сейчас, но еще недавно совсем все это было живо, и хозяйка утром, испекая хлеб там или там готовя еду, она ставила, ну, вот здесь вот печенье просто, да, оно обычно такой колобок или каравай хлеба просто разламывают, кладут под иконы, и совершается моление, которое, в общем-то, сводится к тому, чтобы пригласить всех умерших родственников на вот этот вот запах хлеба. У меня тут перепутано все. Вот этот вариант мирового древа у хантов. Здесь как раз это жертвенное дерево, вот возле которого, ну, приносят жертву оленя, да, вот, а шкура оленя, она вешается на ветви вот этой сосны. Там у них идет четкое разделение вот этих деревьев. Не просто так вот на какое попало вот дерево вешают там, да. У них там 3 вида деревьев. Например, каждому богу приурочено определенное дерево. Вот там, допустим, 3 уровня, 3 таптλев, там верхний мир, да, вот самый верхний мир, вот красный мир, там живет сам бог Санки. И вот этому Санке на красный мир отправляется вот по сосне. Да, вот там другой, например, аналог Мирсуснехума, там это Коники, ему в жертву приносят под березы, и рога там оленей вешают на березу. Ему отправляется по березе. Ну, примерно так. И опять же, поскольку мир красный, и вот здесь приклад, вот этот вот полотно, оно тоже красного цвета. Ну, такие вот есть хантыйские боги, если вы их не видели. Ну, вот они, такие вот есть хант. Вот этот вот хант Аристарх, с которым мы тогда жили, вот его семья. Это не шаман, это другой. Касаясь оси мировой, да, вот уместно вспомнить про вот эти образки пермского звериного стиля. Я уже говорил, что вот мировое древо, оно
соотносится с человеческой фигурой. И человеческая фигура здесь играет как бы роль тоже оси, где голова там верхний мир, соотносится с верхним миром, ствол с туловищем, а нижний мир там с нижними там конечностями, с низом человека. Вот эта вот чудская богиня на образках пермского звериного стиля, она в принципе подходит под описание мироздания. Вот посмотрите, вот верхний мир, да, вот головой она касается некоего солярного символа. Верхний мир это крона дерева, и с кроной дерева всегда связаны такие символы астральные, как луна и солнце. Ногами она стоит на таких вот хтонических животных, как пауки. Паук такой вот, помните, да, детское, там, паук-письмоносец. Откуда он вести приносит? Вести он приносит с того света. И вот крылья ее, да, они символизируют как бы ее связи с верхним миром тоже. Ну и, в общем-то, это она связана со всеми уровнями мироздания. Потому что она богиня всего. Это богиня-мать. Она и связана с нижним миром, и с верхним миром одновременно. Вот такой тоже символ, такой тоже образок пермского звериного стиля. Но здесь немножко другой сюжет мифа. Возвращаясь к этому, вот смотрите. Вот здесь всегда вот солярный символ, солнечный символ. И на груди у нее такой же символ солярный. Дело в том, что солнце всегда связано, в финно-угорских и в уральских мифологиях оно всегда связано с женским родом. Солнце это всегда женщина. Вот в славянской мифологии солнце отец, да? А вот в финно-угорских это солнце всегда мать. Шонди мам, там можно сказать, шонди ай вряд ли. Нету такого слова, нет такого выражения, просто оно не подходит даже по смыслу. Всегда солнце женского рода. И солнце, и почему это вот объясняется в мифе, который принято назвать космическим или такой временной миф о времени. Вообще, почему, как делаются эти реконструкции? Почему они более или менее правдоподобны или гипотетичны, я не знаю, как это лучше назвать. Обычный человек просто смотрит и фиксирует какие-то вот сюжеты, рыбы, вот эти человека-лоси, и все, в общем-то, да, вот как-то так. Можно написать это так, но можно просто знать, откуда берутся эти образы и в каких мифах они участвуют. Я уже говорил, что мифология вообще-то универсальная, поэтому мы можем, допустим, сослаться на какую-то мифологию другого народа, реконструируя вот этот миф. Вот был такой ученый Черноусский, который взял и к образкам пермского звериного стиля применил саамскую мифологию. Да, потому что там мифология оленя, она то есть копытного животного, она более востребована, она дожила до наших дней. И некоторые саамские мифы, конечно, они подходили к этим образкам пермского звериного стиля. Но не все, поэтому там что-то взяли у него, что-то раскритиковали. Потом обратились к мифам ивенков. Ивенки это народ, который живет там на крайнем востоке Сибири. И венкийская мифология, которая почти что в первозданных своих версиях дошла до нашего времени, она много описывает просто этих сильно подходит к нашим образам, к этим. Например, к мифу о космической охоте. По венкийскому мифу солнце, лось, вернее просто лось, бежит по заснеженной равнине, за ним гонится медведь на лыжах. И медведь, и погоня там продолжается до края мира и наконец выходит в верхний мир. И по верхнему миру медведь Манги гонится за этим лосем примерно с востока на запад. И наконец, когда уже лосиха, она бежит с лосенком. И на закате, и когда они уже выходят за пределы земного мира, они становятся опять же лосиха солнцем становится, а он там гонится за ней. И они уже не могут вернуться назад. Он ее
на закате убивает, а лосенок за сутки он вырастает и снова бежит по этому небосводу. И вот космическая охота повторяется каждый день и каждый год. И вот так вот все это вот и происходит. Да, вот, то есть Солнце убивается на закате, да, и скатывается в нижний мир. Вот этот вот сюжет, он где-то вот воплощен вот в этом образе. Сюжет космической охоты. Здесь нет этого медведя, да, но здесь показаны опять же вот эти три мира, три уровня мироздания. Вот эти птицевидные здесь существа, которые символизируют верхний мир. Опять же солнце, лось и вот этот символ ящер или символ нижнего мира. Вот посмотрите, человека-лось или лосиха, потому что камола без рог, да, это лосиха всегда, потому что лось всегда с рогами. Это таким образом показано движение. Здесь три, да, вот в этой фазе, в наиболее такой вот, наверное, фазе в реальной, да, вот в наиболее такой выигрышной, что ли, ударной фазе здесь мы видим полностью человека-лося. И здесь он попадает, как бы, вот смотрите, проглатывается вот этим вот ящером нижнего мира и таким образом попадает в нижний мир. Дело-то в том, что почему Солнце почитается как вот нечто священное? Не потому, что оно поверху ходит, а потому, что оно куда-то уходит ночью. И, понимаете, вот это таинственное путешествие по подземному миру, когда его нет, и когда вот люди ожидают, что возродится оно или нет, оно вызывает страх и таинственность какую-то. И поэтому понятно, что после смерти Солнце, как и все остальные живые существа, попадают в подземный мир. Вот этот подземный мир изображен в виде ящера. Вот эти головки маленькие он проглатывает. И здесь, как я уже говорил раньше, да, вот, трансформируется в рыб. Здесь 7 рыб по числу дней недели. И опять же, по прохождению по нижнему миру, и здесь вот такие эмбрионы голов рождаются и занимают свое место на хвосте вот этого ящера. И повторяется все с самого начала. Это мировое древо славян. Это тоже из интернета скачано, но я его сюда поместил, потому что надо было раньше немножко рассказать про него, потому что по сюжету, наверное, оно должно быть немного раньше. Мне просто вспомнилось слово полку Игореве. Помните, такая фраза там есть? «Баян бо вещи, аще кому хотяще песнь творите, то растекашься мыслью по древу, серым волком по земле, шизым орлом под облаком». Мысь здесь не написано. Мысь это вообще-то белка, да? И мысью он там растекается по этому стволу там древа, как белка, да? Вот, соединяя. Баян это шаман, да? Вот он шаман, и он путешествует по мировому древу, ну как любой шаман, да? Добывая какие-то блага для своих соплеменников. И он белкой пробегает по этому стволу, серым волком там по вот этому среднему миру и шизым орлом под облако. Не знаю, художник на что ориентировался, но в принципе он нарисовал, наверное, картинку правильно. Это ж какое-то сирийское, я тут не буду говорить ничего. Что... Ну вот мировое древо на вышивке, это тоже из интернета. В принципе, и две птицы есть, и это древо тоже. Ну, это славянская вышивка. В финно-угорских вышивках таких сюжетов, мне кажется, нету, да, Валера? Есть, да? Я просто не помню, честно говоря. Да. Вот эта прялка из села Йортан, из Ударского района. Здесь схематично просто изображено и мировое древо, и самое интересное, еще мировое древо корнями вниз. Это очень редкий рисунок, потому что аналог этому только есть в индийской мифологии, есть такое, в индийской мифологии древо Ашватха, которое растет корнями вниз. А? Корнями вверх, вернее, да.
Крест также является аналогом мирового древа. И жертвоприношение, которое совершается на могиле, оно в принципе напоминает те же жертвоприношения возле Онапу, там, или хантыйские жертвоприношения возле древа, или там вот эти вот возле Асимира, там, в первичную эпоху. Вот посмотрите, да, вот по этому кресту покойник, как по мировому древу, отправляется на небеса. И всегда вот сопровождается вот это вот поминание там трапезой, на могильной трапезе в коме. У русских, кстати, нету этой намогильной трапезы. Когда-то в Верхозерье, в деревне, мы с Валерием Энгельсовичем тогда вот были, да, видели вот этот крест, который стоял. Он, в принципе, тоже аналог мирового древа. Это старообрядческий крест, он высотой был где-то метра 3, наверное, да? Сказать, не соврать. А? Выше даже, да? Он такой высокий, большой крест был. И возле него там, ну, как вот к мировому древу, да, складывают вот эти вот приклады разные. Да, приклады это разные полотна ткани, да, приносят полотенца. Он весь был повязан вот сзади креста, все это было там вот за годы в прикладах. Да, вот. То есть, в принципе, он выполнял эту роль. Ну, в принципе, вот связь мирового древа и креста, она ощущалась с самого начала, с самого, наверное, раннего христианства. И есть иконы, где Иисус Христос, в общем-то, распят не на кресте, а на мировом древе. Были такие иконы. В принципе, потому что крест, в общем-то, исполняет ту же самую функцию, что и мировое древо. Да? Отправляет на другие уровни. Вот это образ рая. Если кто не видел рая, то посмотрите. Здесь в раю растут тоже деревья. Вот это лона Авраамова. Да, вот как бы тут Авраам сидит, а тут есть деревья. В деревьях, вот на ветвях деревьев есть такие домики, в которых живут праведники. Я говорил вам, да, что вот в прауральской картине мира на деревьях на этих, да, были птицы, да. Птицы это утки. Вот посмотрите. Райские птицы утки. Ну, это, понимаете, вот это цветника духовного старообрядческой женщины-старообрядки, ее звали Ольга Петровна Коровина. И Ударская старообрядка, она на Ударе жила, ее в 1937 году ее расстреляли. А вот ее вот эти вот рисунки, они остались. Вот, видимо, где-то вот архетипическое вот остается в сознании, независимо от воли человека. И если в раю есть птицы, то это обязательно утки. Вот опять же эти утки сидят здесь, ну здесь рядом с души уже в виде ангелов. Вот опять это уже. Вот, в принципе, все, что я хотел вам рассказать про вот этот образ мирового древа.